Я лист, в подоблачную высь я веткой вознесен, как знамя. Я деревом считаю жизнь с его стволом, с его корнями. Я связан с ним одной судьбой. И потому, хоть мне непросто, тяну к светилу за собой свою поклажу, почку роста. Да, для этого нужны глубокие и сильные корни. А корни людей — их предки. Они у Рената Хариса были просвещенными для своего времени людьми и стали первыми творческими наставниками разносторонне одаренного Рената. Детство и юность поэта прошли в Буинском районе. В Казанском педагогическом институте, где Ренат получил диплом учителя русского языка и литературы, он начал серьезно заниматься литературным творчеством. И заключенная в крови сила взяла верх. Он стал писателем, пишущим на татарском языке. В литературу его ввели Сибгат Хаким, Гумер Баширов, Амирхан Аники и Шамиль Анак. А творческими учителями навсегда стали Дардман, Кандалый, Лермонтов, Пушкин. Перестрелка за холмами. Смотрит лагерь их и наш, а на холме пред казаками вьется красный делебаш. И страсть к рисованию Ренат Харис, возможно, перенял у любимых им великих русских поэтов. Свои рисунки он выполняет той же обычной ручкой, какой пишет стихи. Ренат Харис является автором 32 книг, изданных в Казани, Москве, Уфе и Чебоксарах. И 3 из них, написанные специально для 3 его внуков, оформлены замечательным художником, книжным графиком Фаридой Хасьяновой. Ренат Максумович очень большой художник, и мне как художнику с ним легко и очень интересно работать. Lap, 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 ayu kile atlap, üstü başı tuzgan, bütün jiri tuzan, ayuğa ne bulgan? Топ-топ, косолапый идет. От пят до самых ушей чертополох и репей. Что же с ним случилось? Что же с ним случилось? Şıkırda şıtırman, ayı tupna kürgen, alıp minip bergen. На стихи и поэмы Рената Хариса композиторами Казани, Москвы, Уфы, Саратова написаны более сотни произведений разных жанров. Это песни, романсы, кантаты и оратории, опера и балет. Свое 60-летие поэт встретил оперой «Идигей» композитора Рашида Губайдуллина, балетом Леонида Любовского «Сказания Юсуфи» и вокально-симфонической поэмой Резиды Ахияровой «Белое полотенце».
На юбилейном вечере лауреата Государственной премии Татарстана имени Тукая, премии имени Мусы Джалиля, литературной премии Башкортостана имени Фатыха Карима Рената Хариса приветствовал премьер-министр Республики Татарстан Рустам Минниханов. Ренат Харис передал республике хранившуюся у него историческую ценность – книгу, принадлежавшую когда-то выдающемуся сыну России Мулануру Вахитову. Как отметил Мустай Карим, Ренат Харис создал в татарской литературе своеобразную линию, которая отличается тонким лиризмом и глубокими философскими обобщениями. Көз гүлләре шәшәк аткан сайын, яз яңадан кайта күңелгә. Иң кадерле истәлекләр булып, шәшәкләрдән чаклар түгелә. Когда расцветают осенние цветы, вновь весна возвращается в сердце. С их лепестков прозрачной росой светлые воспоминания сочатся. Кайберләре әнә елый сыман, кайберләре җырлый тыңласаң, кышсыз тирәк булыр иде йөрәк, сагынулар гәр булмаса. Шушы фотографияларга карыйм да, шуның хәтле гомер үтеп киткән бит. 38 ел, 40 ел инде без танышкан. Смотрю на фотографии и удивляюсь, как быстро бежит время. Какое-то мгновение. Если бы не дети и внуки, я, наверное, не поверила, что так быстро пролетела наша совместная жизнь. 40 лет, как мы познакомились, и 38 лет живем вместе. На вопрос, трудно или легко быть женой поэта, ответила бы так: и трудно, и легко. Нинди кешеләр белән очраштым бит мин, нинди шәхесләр белән. Үзе бер гомер бит ул. Мин бик бәхетле дип саныйм үземне. Син юк иде, яшисем дә килми минем. Не желаю жить в доме, где тебя нет. Нужного сердцу благоухания. Будто тучами свинцовыми давлюсь, воздух одиночества вдыхаю. Озатыласым да килми. Үй ишеген ябарлар да саксызланып, шигырьләргә һәм җырларга күчкән җаным, сызланыр. 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 Дулкынсыз су булмагандай, борчусыз кеше дә булмый дөньяда. Әмма ләкин минем бүген борчулар турында Не бывает реки без волны. Так не бывает и человека без волнений и тревог. Но сегодня я не хочу говорить о тревожных волнениях, ибо главным свойством человеческой души являются радости и надежды. Только в состоянии радости он украшает мир красотой. Ренату Харису 60. Свой рассказ о Ренате Харисе мы заканчиваем словами поэта: «Коль упаду, не встану на колени, коль суждено согнуться, распрямлюсь, и прахом став, укрою корни, если однажды вместе со стихом взорвусь».